Всем большой привет. 30 июня у нас на календаре. Жизнь в деревне продолжается. Сегодня у нас опять летняя погода. Но поливали дожди где-то, наверное, около недели. С ливнями, с грозами. Вот такая вот обстановочка у нас на картофельном поле. Где-то хорошо растет, где-то по центру, я не знаю, из-за высоковольтных проводов или что. Главное, слева, справа картошка растет, по центру очень и очень мелкая. Видать, из-за электромагнитного излучения или что, или хрен его знает почему. Но вот почему-то по центру вот не растет. А по краям вот первый раз уже пропололи, проокучили. Здесь вчера, позавчера еще стояли лужи, потому что поливало ливнем все. Грядки тоже еле-еле душа в теле, потому что температура низкая. Лета практически у нас не было. Тоже пропололи. Все было заросло мокрицей. Вон немножко петрушечка, немножко морковочки проклюнулись уже где-то месяц. Растут никак, вырасти не может. Вот свекла немножко подросла. Укропчик, салаты, лучок, правда, вырос. Еще укропчик, горох. Может быть потеплеет, может быть вырастет что-нибудь, да вырастет, скажем так. Так, ну нам сегодня надо ехать в Троицк. Вечером приезжает моя дочь с дипломом. Наконец-то закончила она колледж педагогический. Приезжает, и завтра мы будем отмечать юбилей у дочери 20 лет. Будет завтра праздник. Ну а сегодня что мы делаем? Ездим-ка мы на Печору, пока позволяет погода, и попробуем немножко половить свежей рыбки. Ну и по пути в Троицк заглянем на наши грибные места. Может быть, получится пособирать грибочков на жареху. Где-то в южных районах республики уже грибы пошли. У нас поливало тоже конкретно. Я так думаю. Ну, возможно, почему бы нет. Может быть, тоже что-нибудь да выросло. Вот такие планы вот на сегодня. Надолго не едем. Буквально часика на 3. Клюнет хорошо. Ну, нет, таких нет. Посмотрим. Погнали. Так, что у нас по воде? А по воде у нас идет стремительный подъем воды. Буквально вчера еще я приезжал на дачу. И вода была примерно вот на том уровне. Сантиметров 25, наверное. Она поднялась за день от проливных дождей. И как я вижу, вон мальки просто кишат в конце переката. Вот идет свал. Вот тут идет типа перекат. Тут камни. Тут идет свал. И вот их просто огромное количество. Вон плесканулся хорюзок. Огромное количество мальков гальяна речного. Вон косяком поднимается, вижу. Не знаю, вам видно, не видно, но тут просто их тьма. И вот как дождь идет, они просто играют. И прежде чем выехать, давайте попробуем покидать блесну. Чисто ради спортивного интереса. Сегодня, как видите, мы взяли минимум по снастям. Одна удочка. Спиннинг один, вернее, без удочки даже, с блесной. Ну и взял еще кораблик с мушками. Съездим на перекат, попробуем половить хариуса. Хариус уже ловился. Ну что, попробуем? Попробуем. Здесь у меня с прошлой рыбалки чисто одна блесенка. Без мушки, без ничего. Сейчас попробуем. В принципе, рыба ловилась на спаде. Когда вода поднимается, как правило, рыба не ловится. Ну, чем черт не шутит. Буквально забросов 10. Здесь может попасть на блесну как и хариус, так и окунь. Ну, так и язь. Вот, что-то мы уже поймали со второго заброса.
Это вот такой вот окушочек. Берем сегодня всех подряд. Потому что... Почему? Потому что у собаки закончились уже головы. Закончились головы. Язёвые головы. И надо варить кашу. Рыбку наши питомцы любят, что Джесси, что туман. Вот со второго заброса уже окунечек на блесну клюнул. Значит, получается что? Получается, рыба ловится, наверное, я так думаю. Ну, сейчас мы проверим. Бывало и так, что за час мы прямо здесь ловили ведро. Правда, язя, но там щучка была, там еще в прилове там пару окушков, вроде бы, не помню уже точно. А на мушку 1 июля, не помню, лет 5 назад, наверное, также на день рождения Леночки, прямо здесь вот, возле дома, на этом перекате, мы половили хариусы. Хариус был хорошенький такой, вот он плещется. В принципе, если покидать мушку, может быть, даже с бомбардой, может быть, что-нибудь даже и поймаем. Ну вот. Один окушок подразнил. Вот он плещется, но это мелкий. Сейчас поднимем якорь, покидаем по течению вдоль берега, а потом уже, о, что-то была поклевка, а потом уже поедем, потому что прямо здесь вот возможно есть и щука, также и окунь, и все что угодно. А потом уже поднимемся на перекат. Оп, вот, что-то еще поймали. Еще одного окушка. Ну, такой не крупный, с ладошечку. Ну, давайте еще раз пяток кинем тогда уже. Так, ну что, 5 забросов у нас были пустые. Поехали самосплавом. Немножко посплавляемся. Посмотрим, чем у нас дышит Печора, что у нас нового. Неделю мы уже на реке не были. Вернее, неделю не держали удочку в руках. Было все некогда. Одно, другое, третье. Окучивали картошку. Подкашивали опять же траву. Растет. Убирали борщевик. В общем, занимались хозяйскими делами. Последнюю рыбалку убрал поводок. Ловилось плохо, думал, ну, что без него будет ловиться лучше. Так что сейчас надо будет поставить его обратно. С карабинчиком намного быстрее менять блесна. Вчера, когда почищал территорию разобранной бани, над головой пролетел одинокий лебедь, худющий. Не знаю, каким образом. Ну, не взрослый лебедь это точно. Ой, в смысле, не птенец это точно, лебедь взрослый. Но такой худой пролетел, скорее всего, то ли подранок, то ли что, одиночка, главное, над деревней. Низко-низко, прямо
касаясь крыш почти. О, что-то там плесканулось. Ну, бомбического клёва, скажем так, нет. Два окуня клюнуло возле дома. Может быть такое, что больше ничего не поймаем. Бывало и такое. Будем надеяться на лучшее. Походу не окунь, не щука. И даже язь не хочет брать блесну. Он, как мы видим, возле берега здесь течение слабое, почти тиховод. Глубина нормальная, трава, кустики здесь. Рыба здесь должна быть. На червя, на удочку с берега 100% будет клевать. Окунь, плотва и язь, ёрш, все такое. Последнюю рыбалку видел мужиков, которые здесь рыбачили. Он говорит, 9 килограмм поймал на удочку тот раз. Санька. Окуни, плотва, язь. В основном это, конечно, окунь. А сейчас вот не хотят. По крайней мере, вот им эта вот блесна не нравится. Ну ладно, раз десяток кинем, вот до той заводюшки сейчас дойдем. Ту курейку еще покидаем. Поставим поводок. Поставим, попробуем еще воблера. Ну, буквально минут 10-15. И поедем на перекат. Если ничего ловиться не будет. Так, ну что, поклевок мы так и не увидели. Дошли до свала. Вон, тиховод, здесь вообще красота. Место классное. Что для окуня, что для щуки, язя. Ну, хариуса, конечно, здесь нет. Но все остальное хищное здесь по-любому должно быть. Но не берет. Нет так нет. Упрашивать не будем. Поехали. Поехали ловить. Вернее, пробовать ловить хариуса. Съездим на перекат. И посмотрим, что там интересного.
Так, ну вот, мы на перекате. И первым делом давай отпустим кораблик. Вот такой вот обычный кораблик, катамаран. Весь уже с люфтом. Повидал, порыбачил уже свое. Вот свинец, чтобы загружало. И вот такие вот мушки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 мушек. Вот эти крупные мушки. Подарок Ирины Барановой. Она мне дарила. Специально заказывал. Попросил, вернее, крупные сделать, чтобы мелочь не висла. Ну, нет-нет, да бывает, иногда и попадается. Так, ну что, будем пробовать. Распустили. Здесь вроде бы пока еще рановато, глубоковато, но попробуем, посмотрим. Вот так, раз, дернул, и катамаран идет влево. Здесь плесков не видел, возле берега, там где помельче, что-то уже плескалось. Пару всплесков видел. Сейчас, если здесь никого не будет, то переедем поближе к берегу. Вот так вот. Приподняли и самосплавом по течению немножечко спускаем. Не хотят. Опять резко дернем. И все, катамаран ушел уже в правую сторону. И как бы прочесываем. Прочесываем. На казанке ловить хариуса удобней. Что на кораблик, что на мушку. На Уралочке сильно не разгонишься. Она как бы с якорем вообще ходить не любит. Без якоря-то можно. Но для этого случая вот я сделал даже веревку. Чтобы не ходить каждый раз, не поднимать якорь. На веревке поднял, к этому крюку зацепил. И можно переезжать. Так, здесь у нас пока не хотят. Делаем вот такую вот петлю. Одну, вторую. И вот так вот пока. Тоже вот так вот узелочком. Так вот. Пусть пока стоит, попробуем пару раз закинуть блеснуйчу. Раз уже здесь стоим на глубине. И потом уже переедем ближе к берегу. Бывает так, что хариус плещется, но не берет, а бывает наоборот. Вроде бы он не плещется, а на мушку или на блесну хапает. Так что понаблюдаем, посмотрим. И потом уже переедем ближе к берегу. Там пару всплесков я уже точно видел. Может быть, там, правда, мелочевка, но посмотрим. Пока тишина. Да и рыбаков сегодня не видно. Ловилась бы рыба, наверное, здесь уже лодки 3-4 бы было. Тут каждый день, когда ловится кто-нибудь, да кто-нибудь пасется. Так, переехали ближе к берегу. О, вижу всплеск чуть ниже. Так, вот здесь кто-то плесканулся. Ну, нехотя. Сразу видно, что нет аппетита. Да и время такое. Может быть, ближе к вечеру или с утра.
Да не, это из-за подъема воды, скорее всего. Не хотят. Так. Сегодня не клевый день, это я уже убедился, потому что то тут, то там всплески хариуса. Бывают средние, бывают даже крупные. И ничегошеньки не берет. В общем, на мушку в смысле не берет. Овод летает. Овода ловлю, кидаю, на овода прыгает. В детстве мы ловили на удочку, поднимаем грузило до поплавка. И на обыкновенный... Опа, а есть, что-то клюнуло на блесну нам возле берега. Подъехал, в общем, к берегу. Опа, это, наверное, у нас опять язёк. Да, это он. Ясь кормилец. Хоть ясь клюет. Заметил всплески возле берега. Кто-то гоняет мальков. В общем, вот такой вот подъязок. Опять язь. Ну, язь так язь. Нам немножко еще килограмм 5 надо поймать, чтобы запустить еще раз автоклав. Немножко не хватило до одной закладки, так что язя мы тоже половим. Оп, еще. Здорово! Йокуш да сынтайша да комиссоза. Не, сын. Комиссоз бошт, гыбала да озбошт. Вай студа. Сулала. А, золото одето ритума. Сежа видит, да пуже косин вали, вай вапучкин лома, да. Ага. Ну, зерваем, одету и содеямас. Поменял вертушку на головку с резинкой, вот такой вот оранжевую, и сразу клюнул окунь уже покрупнее, но вроде бы камера не засняла ее. И все. Хариуса мы сегодня, походу, так и не поймаем. Ни в какую не хочет брать. Дорожка висит. Вот видно, что хариус плещется. Берет только на живого овода. А удочку мы не взяли, чтобы не отвлекаться. Ну, нет, так и нет. Часик еще покидаем. Так, ну что, позвонила супруга, сказала, что через полчаса уже надо выезжать. Поставил еще вот такую вот блесенку напоследок. Забросов 10 еще сделаю. Хариус-то навряд ли возьмет. А, дорожку же еще смотать надо. Вот он плещется. Мелкий, крупный. Не, крупного не было. Мелкий, средний. Да походу и язь тоже на перекате плещется. Но даже и язь не берет. Так, на резинку поймал одного окуня. Здесь более-менее. Вот здесь вот на тиховодье. И все. Еще кто-то сошел. Тоже подергал хорошо. И был свод. Щуки нет. Или не берет. В принципе, вот эта желто-зеленая блесна так-то универсальная, когда ловится она всю рыбу.
ловит и щуку, тройничок крупный, и язя, и окуня того же. Ну, сегодня, видать, не клевый день. И бог с ним. Вот он. Рыба есть. Но опять она сегодня не хочет есть. Ну, это понятно. Подъем воды и все такое. В Сыктывкаре дожди, ливни. В Москве дожди, ливни. Через пару дней к нам эти дожди и ливни придут. Тогда уж точно так не посидим, не половим. Не хотят. Ну ладно, крайний заброс. Рыба не ловится. Попробуем собрать грибов. Рыба у нас дома есть, а вот грибов-то нет как раз, особенно свежих. Так что все, хватит. Ну ладно, еще напоследок разик. Не видать, просто не хотят. Нет, таки нет. Все, на сегодня рыбалку заканчиваем. Такой короткой рыбалки у нас еще не было. Ну, короткая, не короткая. Вон. Кого мы не видели-то, вот этого окуня не видели. Вот такой вот окунь. Два окуня чуть поменьше. Лезек. Вот такой вот наш сегодняшний улов. Рыбачили полчасика где-то, не больше. Ну пусть дорогой совсем 40 минут. Ну пусть максимум час, не больше часа, это точно. Это с дорогой. Вот он плещется, но не берет. Ничего ему не надо. Вон. Сейчас смотрите, вот. Оп, вот смотрите, вот. О, вот кидаю. Вот так вот. Смотрите, вот сейчас будет всплеск. Раз. Видали, да? Вот овода берет. Так что, если бы мы взяли удочку и на крючок нацепили овода, то что-нибудь, может быть, и наловили. Это будет в другой раз. Лезь, мед гуляй-то. Так, ну что, выехали уже в Троицк. Времени в обрез. Ну, у нас есть еще минут 10, чтобы глянуть, вышли грибочки или не вышли. Чисто с разведкой. Первый раз, как говорится, в этом году вышел на свои грибные места. Джесси, ищи грибы. Где грибочки? Долго не гуляем. Ну, Джесси, правильно. Ну, в машине чище воздух будет. Нету пока грибочков. Пока грибочков нету. Пока они не вышли, несмотря на проливные дожди, несмотря на теплую погоду до этого, да и сейчас не холодно, что-то еще не хватило. Так, ну что, пройдемся там. Нет, туда не зайдем. Спустимся еще вниз. Да, дальних нет. А комарья-то комарья. Очень много. Ищи грибы. Ищи, Джесси. Ищи грибы. Так. Вот здесь мы еще не проходили. Здесь вот частенько бывали грибочки у нас. Но как мы видим, пока ни одного грибочка пока нет. Леночка у меня грибочки любит.
Ни хариуса не поймали, ни грибочков не собрали. Так. Ну давайте уже, если коль начали, спустимся по старой дороге вдоль этой тропы. Вот здесь бывают тоже грибочки. Нет. Здесь нет. Нигде нет. Прошлый год также ходили, смотрели, следили, когда они выйдут. Не дождались. В итоге они нашли время, когда я то ли на сенокосе был, то ли где-то пару недель не ходил. Ходом все вышли и прогнили все. Черви сажали, выходили и белые, и красноголовики, но уже, увы, ничегошеньки я здесь прошлый год так и не собрал. А так обычно бывает рядом с домом, рядом с дорогой. Неплохо собирал. Нет, нету. Ну, все. Значит, сегодня вот он, единственный подберезовик. Один единственный вышел все-таки. И все.